Бишкеке с 13 по 16 октября пройдет национальный съезд производителей органической продукции. Самая вкусная часть мероприятия – выставка продуктов «Органик». Проводится она в Бишкеке в 5-й раз. Фермеры из 10 органических аймаков, созданных по всей республике, представят свою продукцию горожанам по приемлемым ценам. Кстати, как отличить органические продукты от неорганических и в чем их преимущество, в интервью Capital рассказал президент движения BioKG Скендербек Айдаралиев. Вы же знаете, что есть такое ошибочное порой убеждение, что все, что производится в Кыргызстане, это органически чистая продукция, и что это вот все натуральное и естественное. Но при этом, к сожалению, проезжая мимо полей, там даже не скрываются вот эти вот, знаете, мешки с селитрой со всякими возможными химикатами. На самом деле, каков процент органической продукции в Кыргызстане вот из всего того, что производится в сельском хозяйстве? Во всех торгующих точках везде органика, органика, органика. И таким образом на сегодня, конечно, привлекает потребителей, а завтра это будет отвращение, потому что вот мы обманываем. Никто не может сказать, какой процент производства органики в Кыргызстане. Никто не знает. Пока подтверждающий документ на руках не будет у фермеров или там переработчиков, никто не знает и не имеет права, так сказать. Поэтому вот мы сейчас проводим именно в этом направлении большую работу. Это вопрос сертификации, вопросы стандартизации, это вопросы маркетинга, вопросы вот, объема. Потому что, чтобы за рубеж экспортировать, определенный объем нужен. Есть потенциал, возможность в Кыргызстане быстрее развиваться. У нас только что, у нас вот объем, определенный объем мы не можем набрать. У нас мелкотоварное производство, вот каким-то образом объединиться. Вот поэтому мы предлагаем модель органический аймак. Сегодня государство поднимает вопрос, надо создавать кооперативы. Кооператив просто вот понятием слова кооператив никто туда не войдет. Потому что наше население, в основном, 70% они проживают в сельской местности, они трудятся у себя на полях, они там зарабатывают, они с помощью своих долей, они кормят свою семью. А вот объединиться кооператив и отдать землю эксплуатировать другому человеку, заново избирать председателя там, кооператива и так далее, прочее, вот это мы уже давно прошли. Поэтому идея должна быть. Вот мы говорим, вот органический аймак. В аймаке, которые вот живут, работают фермеры, они должны заниматься производством органических продовольствий. Если аймак полностью перейдет к органике, там сразу получается определенный объем. Там может 15 тысяч картошки, там капусты и так далее, прочее. Вот тогда мы спокойно можем составлять контракт и экспортировать. Когда вот несколько аймаков, там можно, например, вот осталась такой проводер Талдыбулак, еще вот один аймак образовывать, и там можно построить маленький перерабатывающий завод. Это цепочка добавления стоимости, перерабатывать мясо, перерабатывать молока, овощи, фрукты и отправлять, экспортировать. Вот это кооператив, это называется вторичный кооператив, который вот все производители, фермеры должны быть заинтересованы. Он там должен иметь какую-то долю. Вот вы говорите, что сейчас основная проблема это все-таки в объемах, да? Но насколько я помню, тот же самый бизнес, экономисты, предлагая выбрать органику как одно из приоритетных направлений кыргызской экономики, как раз говорили о том, что органика позволит производить какой-то штучный товар, то есть не обязательно говорить об объемах, но говорить именно о качестве. Но нельзя ли вот этот вот небольшой объем, наоборот, сделать так, чтобы он сыграл на руку производителям и делать какой-то более дорогой, но штучный и уникальный товар, а не массового производства? Это опять вот рассуждение по рыночному. Вот, я же говорю, вот, мы должны обеспечивать чистой экологической органической продукцией наше население. Я, например, должен обеспечить свою семью, потому что
Это наша перспектива, это наш потенциал, мы это прекрасно понимаем. Вот такая задача номер один. Поштучно. Тогда это будет недоступно для Да, кыргызстанцев? недоступно, да, кыргызстанцам. Мы не должны думать, вот ценовая политика там на 50% или 2 раза будет этот самый повышаться цены. Мы сейчас должны думать о здоровье нации. Вот это на первом плане должно быть. 5-й год, 5-я выставка, которую проводит ваше движение, органическое движение BioKG. Для чего, как вы думаете, людям стоит посетить эту выставку? Там же не только вот продукты сельского хозяйства, там же вот продукты ремесленников. В общем-то, весь потенциал Кыргызстана мы хотим показать. Это, во-первых. Во-вторых, я думаю, хоть 3 дня выставляем органические продукты питания, я думаю, это тоже какой-то даст толчок именно в понятии органического сельскохозяйства, об органике нашим гражданам. Они вот, когда вот сами попробуют вкусу и качеству, мы же говорили, по вкусу, там, по виду и так далее, прочее, можно определить органику. И хотим, чтобы им такой предложит такой праздничный настрой, чтобы они пришли, это чтобы у нас вошло в традиции каждый год проводить. Если вот за 3 дня нормально пройдет, на следующий год мы можем сделать неделю, там, 10 дней. И таким образом потихоньку, может, сделаем не выставку, ярмарку не на национальном уровне, а может, уровень выше поднимется, международный уровень. К этому мы должны добиться. Ну и самое главное, наверное, посетители получат возможность купить здоровую пищу для себя и своей семьи.